Дуадай маджи фаранчынышты коронавируса и сагати рыштоны. Амбалга медицинон хошсын бакоттой. Доктор тасам ламбанагай шасаш дарынс. Нартакашах и хоржин карынс. Рынчынтам хаштагчи амбалыдама шеманы хашчи котта удомадар куш дарынс. Сагати рыштоны швидар коттой самоизоляции анаманг фатк. Уйтыхай уна фарахашта республика Шарловок Битарт Вячеслав. Уважаемые жители республики, все эти дни ведется активная работа для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Под наблюдением врачей находятся люди по основным группам риска, в том числе и те, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой. К сожалению, среди них выявлены первые 2 случая заболевания. Заразившиеся являются жителями республики. Больные изолированы в соответствии со всеми инструкциями и находятся под постоянным присмотром квалифицированных врачей. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное. Все, кто контактировал с ними, также находятся под медицинским наблюдением. Для ужесточения режима повышенной готовности с сегодняшнего дня и до стабилизации ситуации на территории республики введены дополнительные ограничительные меры, в том числе режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Это означает, что никто не должен покидать свои дома без веского основания. Соответствующий указ мной подписан. Обращаюсь к жителям нашей республики. Мы должны еще серьезнее подойти к данному вопросу. Сейчас самое главное не допустить распространения вируса. И для этого необходимо строго соблюдать все предписанные правила. Дома, на улице, на работе. Наша первоочередная задача, чтобы вы были здоровы. Соблюдайте рекомендации врачей, оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Позаботьтесь о детях и старших. Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь родных и близких. Это не просто слова, это действенный механизм в борьбе с вирусной инфекцией. Также хочу обратиться к гражданам, которые прибыли с регионов, где неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией, в том числе из города Москвы. Вам необходимо обеспечить изоляцию, тем самым вы обезопасите себя и своих родных. Эти меры помогут предотвратить более широкого распространения вируса. Для тех, кто будет нарушать этот режим, хочу сказать, что будут приняты самые жесткие меры со стороны правоохранительных органов, всех органов власти, и будут использованы все те поправки, которые сегодня были приняты Государственной Думой Российской Федерации, касающие ужесточения наказания за нарушение режима самоизоляции. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что одни врачи не справятся с этим вызовом. Мы должны им помочь. Каждый из нас должен соблюдать все рекомендации. Берегите себя, будьте здоровы. Коронавируса чифарынчыну донор такасы уаварышты уйтыхай разыр той фалхашканчы тамсаштарды управлении. Байкушамсам. На данный момент у нас есть 2 подтвержденных случая инфицирования. Мы получили результаты из референс-центра Российского противочумного института. Это жители нашей республики. Все мероприятия по ним были начаты еще с момента получения первой информации о них. Определены контактные по домашнему очагу, а также все, кто с ними контактировал. Контактные также обследованы на коронавирусную инфекцию. Они находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное, никаких клинических симптомов заболевания у них нет. Госпитализированы они не будут, так как у них нет симптоматики, состояние у них удовлетворительное. Такие больные не подлежат госпитализации. Они не выезжали за рубеж, они были выявлены как лица контактные. Они будут находиться под медицинским наблюдением, ежедневно их посещают медицинские работники, осмотр, термометрию проводят.
И по получению повторных уже отрицательных результатов наблюдение с них будет снято. По жительнице нашей республики, которая находилась в медицинском учреждении и скончалась, еще раз хотим пояснить, что материал у нее был отобран, направлен в Москву, в референс-центр для подтверждения. Ждем результатов в течение нескольких дней. Но вместе с тем все необходимые противоэпидемические мероприятия были начаты уже с первого дня. Определен круг контактных лиц, которые имели контакт с этой женщиной. Они также находятся под медицинским наблюдением. У них отобран материал для исследования на коронавирусную инфекцию. Суаварша в жарду и фадл сагати рештона сарджитамама. Республикама арждахам ван чиканы. Удома фашит ананирзинат какканы министр Годжисата Тамирлан. Кутфанышанку тафтамай нартака аппатах щагдару самоизоляции каршфат кадоманта ахаштканын. Уважаемые жители республики, гости республики, наши земляки, те, которые прибыли из города Москвы. Убедительная просьба, с учетом даже как обращаюсь к вам просто как гражданин, прежде всего. Хотелось бы попросить, чтобы все, кто прибыл из города Москва, ушли на самоизоляцию. О том, о чем мы говорим и просим. Почему? Потому что те, которые прибывают из Москвы, мы не говорим, что они больны или там какие-то есть клинические проявления. Но есть вероятность того, что без клинических проявлений, без какой-либо симптоматики могут быть переносчиками данного новой коронавирусной инфекции. Поэтому просим вас быть на самоизоляции. Это означает, что 14 дней нужно быть ограниченными и не выходить из своих помещений, где или собственных домов, или квартир. Это единственный способ, который может нам помочь, сохранить, уберечь. Это не только жители города Москвы, это касается всех наших жителей республики. Сагати рештона фалхашкан штам саштарды управление кушингалина агмагашка нартака медицинон вагдона карантина дарынс сапарадай маджи. Коронавирус камишахам баштата чишидама медицинонер кашт камасауам ахам тынамасу сапаршада сапор фараштадай маджи. Удонай фоншадах шаш карантинай шиштой. Инфекции амавирусами неуджита шахиул ненкарнс.